14 октября. Сегодня, ребята, я уже все выезжаю. Я уже надумал и менять свое мнение не хочу и не буду. Сегодня едем домой. Сегодня 14 октября и сейчас это 5:30 утра. Ну что, обычное утро, так же как и раньше, вставал 4 часа, затопил печку, там чай кипит, все кипит, ну, чайник закипел и вода. Сегодня ночью, вот сейчас пасмурно, смотрите, пасмурная погода. Ночью немножко был уже дождь. И сейчас уже немножко чуть-чуть тоже капает. Так что погода портится. Ну, я говорил, что после тумана обычно дожди. И ветер, ветер восточный. Это тоже дает, ну, первый признак того, что дожди будут. Потепление и дожди. Это проверено уже тоже. Это если с востока начинает дуть ветер, это все к потеплению. Если с запада, это уже морозы, да, это уже сила, это холода оттуда идут, вся гниль оттуда идет, гнилая погода. А восточный ветер, восточный ветер, это уже потепление, ну, дожди тоже бывает, дожди, это куда без дождей. Вот так. Ну, я в тайгу сегодня уже выходить не буду. Я потихоньку, не спеша, буду собираться и будем перетаскивать вещи, поднимем сетки и будем потихоньку плыть. Плыть будем по течению. И еще, чтобы не забыть, как бы выйду чуть раньше, чем прошлый раз. Прошлый раз я выходил еще в тайгу и как-то не рассчитал с временем и уже домой возвратился, темно было. А сегодня нет, сегодня буду выходить раньше. Все дела здесь делаю и надо еще мне на первую избушку останавливаться. Там надо поднять маленькую лодку у меня. Надо перевести, даже сперва перевести лодку у меня в стороне от избушки. Я перевезу эту лодку и подниму на самую вершину, к избушке. Не знаю, просто я по открытой воде уже поеду, нет, там на первую избушку, не знаю. И может на машине, не знаю, как там, какая ситуация, как будет свободное время, там куда-либо ходить или нет. Так что я лучше сейчас сделаю, а если, скажем, я еще приеду на охоту или на рыбалку, на первую избушку, на машине, скажем, ну, это нет проблемы, там лодку спустил, там порыбачил и обратно поднял. Без проблем, никаких проблем. А на сегодняшний день у меня такие планы. Все убрать здесь, ничего не оставить, лишнего свое. Только оставляю одеяло, матрас для людей, которые будут охотник ходить, приходить. А все остальное я уберу. Чайник, кастрюлю также оставлю. Дрова также оставлю. На 2 дня примерно. А уже потом пусть сами делают. И уходя, чтобы главное тоже оставили мне хотя бы для затопки на 1 раз. А там уже тоже я без пилы никуда не хожу, не еду. Вот так вот. Главное, чтобы сильного дождя не было. Фигово, когда ты едешь и дожди. Ну что, в принципе, я в плаще, но в очках и очки, конечно, там, блин, под дождь попадают и уже нифига ты не видишь. Хреново, когда в очках и дожди идут. Ну ладно, все равно. Буду собираться. Как все закончу. Опять включусь. И на реке опять будем снимать там. Вниз по течению наше интересное место еще поснимаю. Вот так вот.
Ну ладно, сейчас я позавтракаю и начну потихоньку, не спеша убирать все вещи. Радио шипит, хрипит, но нифига не слышно. Волны теряются. Да, и главное, часы у меня остановились. Надо батарейку поменять. Уже вчера уже, отставали. Я, значит, уже больше 6 время. Здесь, не знаю, показывает, нет. Так. 6:39 время. Во. Это, оказывается, уже батарейка. 3 года, наверное, я им пользовался. 6:39. Так что батарейку надо менять и тоже оставить. Ладно, все, собираюсь, ребята. Едем домой, короче, сегодня. Выспались капитально. Я вчера в 7 часов лег и до 4 спал. Просыпался там несколько раз. Все, ребят, я уже одеваюсь. Все вещи я уже перетаскал. Налегке, одежды мало было на себе. И дождь начинался такой, Думаю, все, целый день так будет идти. Но где-то полчаса на дождь так шел и резко перестало. Я в плаще там туда-сюда ходил. Мне сейчас нормально пока. Главное, чтобы нам до лодки добраться, а там уже плащ надену. И в плаще-то пофиг дождь. Сидишь себе и сидишь, едешь. Вот так вот. В принципе, все чисто. Дом убрал, прибрал. Дровишки на одну ночевку. Здесь для затопки поставил. В коридоре еще. Там одну чурку расколол. И на 2 ночи, наверное, поставил еще сухие дрова. В общем, дрова есть. Скажем, если никто не приедет, не будет ночевать, все равно. Если я сам приеду, то уже дрова, чтобы готовые были. Все, вроде как. Охота закончилась. И пасмурные дни, что-то начинаются. Пасмурные дни. Сегодня заморозки тоже так же были. Я не посмотрел с утра, сколько градусов, но лед в ведре, вода, как и вчера, тоже лед был. 3 миллиметра. Сколько градусов не посмотрел. Вот так вот. Кучу одежды. У меня 2 кофты тут. 2 кофты и потом пиджак одену. На него куртку. А на куртку еще бушлат. Чтобы не продувало. Еще валенки я брал, ВЗК. Но они не пригодились там. Скажем, тепло. Это когда уже через лед еду я. Резкие заморозки бывают. Резкие там и минусовые уже -5 и еще. Там уже, конечно, в валенках ногам теплее. А сегодня все равно дождь, наверное, еще будет. И болотные сапоги самые то. И надену еще, если дождь пойдет, плащ. И я полностью буду в этом. Дождь не будет попадать. Ладно, ребята, сейчас я выключаю и, наверное, уже встретимся у реки. Опять учуяла. Люхтит. Где-то рядом. Я тихонечко еду-то. Может, удастся заснять где-то его. Чуть выше видел, свежий даже переход, речку перешел.
сколько там. Короче, буду плыть без комментариев. Посмотрим. Черные вороны там летают. Его здесь, видимо, нету. А это место не находит. Вот его логово. Вот, ребята, логово его. Вот я уже приходил. Свежие следы. Да, где-то он все так и рядом. Не пугается выстрелов. Я когда выстрелил, нифига он этого не боится. Собака прижалась ко мне. Ну все, ну нафиг, едем. Пускай живет. Какой-нибудь охотник, надеюсь, подстрелит его. А нам он не нужен. Все, поплыли мы вообще. Если вдруг где-то увидим, конечно, сразу включу камеру, а так, что толку держать, снимать. Не знаю, где он. Весло зацепилось, блин, за елку, когда перепрыгивал эти березы. Возвращаемся. Какой завал, блин, надо спилить как-то. Затор опять будет здесь. Как он зацепился, блин, не понимаю. Так, ну иди, да. Тяни тут. Так. Так, вот иди. Подожди. Кое-как перепрыгнул тут. Можно, в принципе, и там проехать, но здесь еще возможность-то есть. В будущем году это, наверное, все повернет. И если не будет, ну, как сказать, течением не повернет, здесь затор хороший будет тоже. Но охотники за утками всегда пробивают дорогу. С весны там ходят. Ну вот. Так, ну ладно, поплыли дальше. Из-за какой-то ерунды приходится так возвращаться. Зацепилась вот за эту штучку и потянула. Здесь ни одного следа уже, все, тишина, блин. Вот именно вот возле падаля и ходит там медведь. Если бы этого не было, может, и ушел давно. А ниже уже там, ну сейчас, наверное, километр 3 оттуда я уже проехал.
Покой, тишина. На каждом повороте вот такие мелкие заторы. На каждом повороте. Только разгонишься и опять затор. Опять надо думать, там проедешь или нет. Хорошо, что в этом году воды много. О, блин, сейчас ударит нас. Так, что фигово снимать и в таких случаях фигово снимать. Ударит, мотор поднимается и камеру приходится там сразу скидывать, чтобы мотор спустить. Выдры очень много. Вон, опять свежие следы. Их много. Никто их сейчас не ловит. Раньше, когда на тропы капканы ставили, а сейчас много их, очень много. Уже на большой воде, на большой реке. Еще светло. И остановимся на первой избушке. Надо поднять лодку. Леса, ребята, леса, очередная леса. Вон. Бежит. Она вообще на этом, на заторе был, на завале. Все, убежал. Вот здесь. Что она тут делала, интересно? Или хотела переплыть речку? Вот здесь она была. Бегала по этому бревну. И вот здесь она поднялась. Все. Еле-еле успел хоть немножко заснять. Но это крупный был. Крупный. А в сентябре я заснял, там 2 штуки их было, не мелкие были, а этот крупный, мудрый, мудрая лиса. Да, чуть-чуть, я с опозданием включил камеру, но хоть немножко заснять еще успел, ребят. Так что пушнина бегает, пушнина. Не знаю, шкурка почем сейчас, 400 рублей или сколько там. Нафиг он нужен нам. Мог бы выстрелить, попасть. Но мне он не нужен, ребят. Пусть бегает. Ладно, поехали дальше. Опа, вот такая блестишка у нас. Вот такая блестишка. Все, поплыли дальше. Айда по берегу бежит. Впереди меня. А я уже тоже лодку загрузили и поставим на первой избушке. Последнее дело осталось в этом походе. Все, законсервируем лодку. Больше уже, наверное, охота, рыбалка, можно считать, не будет. Вряд ли будет, но посмотрим. Главное, сейчас лодку уберем, а если приедет, то спустить и можно рыбачить дальше. Я уже как говорил вроде. Вот наша изба. И там тоже у соседей лодка вон. Кто-то тоже там охотник какой. Ну, айда встречает. Прибежала.
И эту лодку сейчас надо поднять вот на такую высоту. Где-то метров 6-7, наверное. Высота тут. О, вон лебеди. Ребята, лебеди. Но не вижу. Не вижу. Опять не вижу. Где же они? А вон они. Вот же они, вон. Лебеди. Все. Что-то на запад летят они. Но там широкое Вишерское болото. Может, туда они прут. Ага. Но это уже остатки. Остатки. Основное уже все, улетели. Это уже бедолаги уже потерялись, наверное. Не знают, куда лететь. Фиг знает. Может, там основные косяки, может, найдут кого. В общем, летят бедолаги. Да. Ну все, надо поднять. Ох, какая гора у меня. Будем штурмовать. Ну все, ребята. Вроде как подняли. Тяжковато, конечно. Но когда не на кого надеяться, все всегда получается в одиночку. Некоторые такие лодки в комментариях пишут, что корыто, как не стыдно вам писать такие комментарии. 3,5 метра дно у лодки. Сколько сезонов уже хожу на них. Бывает и вдвоем. Никаких проблем. Главное, чтобы ширина лодки была не меньше 80 сантиметров. Если сделаете 70, 65, будет лодка переворачиваться при ходьбе. А 80 сантиметров сделаете, можно без опаски ходить сколько вам угодно. И не надо писать, уже надоели такие комментарии, что маленькая лодка. Так делай ты 10-метровую, какие проблемы? Делай и ходи. Вот так вот. Вот сюда, возле бани, поставлю. И здесь будет до следующего сезона. В принципе. Лисы пока тут не было. Мусорка как оставляли, так и есть. Обычные лисы, банки всякие, склянки туда вытаскивают. Ну все, сейчас я лодку буду убирать. Тишина, дождя нету, и светло еще успели вовремя сегодня. Заранее как-то раньше вышли и все успели. В прошлый раз, если бы не луна, не знаю, как доехал бы. Может, пришлось бы оставить там лодку и пешком даже пойти. Потому что такая тьма стала. Но вот облака разошлись, облака. И луна вышла, и полнолуние, и так светло стало. Как под прожектором я ехал. Так вот. Ну ладно, сейчас я уберу эту лодку пока. С лодкой я разобрался. Лодка на месте, и всю зиму здесь он будет лежать. Ну что, этот поход, можно считать, закрыли. Сходили, поднимались на верхнюю избушку два раза. 2 фильма получилось. Заснял все, что мог, как умею. Судить вам потом, комментарии писать там, лайки ставить или нет там, или дизлайки, как вам виднее.
Я думаю, поход получился нормальный. Мне понравилось. 11 дней, да. 11 дней, наверное, у меня похода. Ну, 11 дней я в тайге был. Бывало и больше, конечно, но и этом я рад. На этом. Хочу всем сказать спасибо, кто досмотрел этот фильм. 2 фильма. Кто первый раз, также подписывайтесь. Кто первый раз в гостях на моем канале. И дальше уже пойдут зимняя рыбалка там. Дальше зимние походы. Также будет видео. Ну, зимой может чуть-чуть меньше, но это ничего страшного. Канал работает и будет работать. Будем снимать дальше. А как получится, посмотрим, что будем снимать. Я заранее ничего не могу сказать. В общем, как всегда, всем спасибо. Ставьте лайки. И до новых встреч на природе в Коми. А я уже без остановки уже буду плыть домой. Все. На этом фильм закончился. Всем пока.